Привет, Кристина. Расскажи, пожалуйста, ты помнишь свою первую тренировку? Да, я помню первую тренировку. Старший брат привез меня на ДОСАВ к Анатолию Матвеевичу Шаталову. Это была моя первая тренировка, как сейчас помню. Это было, наверное, осенью, может быть. Ну, уже так прохладно было. Это была моя первая тренировка. Тогда я влюбился в бокс. А чем ты занимался до бокса? На борьбу ходил. Ну, в принципе, ничем бездельничал, ничем не занимался, можно сказать. Профессионально ничем не занимался. А борьба тебе почему не полюбилась? Ну, не знаю, как-то не пошло вообще, это не мой вид спорта. А бокс ты прям с первой тренировки? Ну да, я с первой тренировки прям понял, потому что мне это очень сильно нравится. А ты никогда не хотел чем-то еще заниматься? Да я вообще даже не знаю, если бы не бокс, чем бы я еще занимался. Ну, мне футбол сильно нравится, но по моим параметрам я вообще никакого отношения к футболу не имею. А твоя семья, она всегда поддерживала тебя? Да, конечно, с начала моей карьеры прям моя семья только всегда в меня верила и поддерживала, и ну, чего добился, наверное, только благодаря им. Но никогда не было, каких-то вот наставлений пойти куда-то в другое место, например, юрист тот же или что-то такое? Юрист? Ну, например, Ну, я закончил юрфак, кстати, но я не знаю, когда не было того, мой отец просто сказал, выбирай либо спорт, либо учеба, и если спорт, то ты показываешь результаты, если учеба, то ты учишься хорошо. Но я выбрал спорт, чтобы ближе он был. Мне учеба тяжело давалась, химия, физика, математика вообще не моя. А если бы у тебя сразу не стало получаться, как ты думаешь, родители бы все равно продолжили тебя поддерживать? Ну, я уверен. Каждый родитель будет поддерживать своего сына, чтобы там не было. Если ему это нравится, я думаю. Насколько я знаю, у тебя нет ни одного поражения, так? Да. А ты боишься? Проиграть? Да. Да, это часть спорта. Сейчас рано или поздно наступит этот день, поэтому я к этому отношусь нормально. Это все проигрывали. Где великий Мухаммед Али проигрывал, то что стоит мне проиграть? Нет, я нормально к этому отношусь, и главное принять поражение как мужчина. И все. Ты когда-нибудь вне ринга дрался? Ну, в школе, там, в детстве, может, в институтские годы. Когда ты уже занимался боксом, да? Ну, я на бокс пошел в классе в 10. Ну да, получается, да, там пару раз. Ну, я всецело не конфликтный человек, я всячески избегаю конфликта. Ну, для меня, если вижу какую-то конфликтную ситуацию, мне легче просто промолчать, отойти, там, обойти. Ну, для меня это как-то не позорно, там, если человек, ты видишь, когда неадекватный, пьяный человек, там, что-то хочешь доказать, но я-то знаю, что не именно я, но в целом спортсмен сильнее обычного человека, тренированный, тем более такой вид спорта, поэтому мне никому ничего доказывать на улице. Как бы. А было когда-нибудь такое, что вот ты понимаешь, что вот нужно сейчас уже решать дело кулаками, а ты не можешь? Ну и такого не было, если честно. Да? Нет. Ну, я просто когда вижу уже каких-то на мероприятиях, видишь, какие-то неадекватные компании выпили, то мне легче просто встать и уйти, потому что, я сейчас говорю, мне вне ринга никому ничего доказывать. Я в ринге доказываю. А во сколько лет был твой первый профессиональный бой? В 26. 26 лет, да, профессионально первый раз я дебютировал. Что ты чувствуешь, когда судья поднимает твою руку, называет твое имя? В этом бою единогласным решением судей победил Заур Айваров! Это на самом деле крутые ощущения. Говорят же, да, там напишут много книг, но вкус победы никто никогда не пишет. И на самом деле это так. Это круто. Ну, ты понимаешь, что ты столько работы проделал, как бы, не зря. Ты понимаешь, что впереди теперь отдых, отпуск, можно сказать. Но это очень такие приятные ощущения, которых спортсмену по жизни, когда кто почувствовал этот вкус, ему будет не хватать этого всегда. Ты бы хотел, может быть, чтобы твои дети в будущем последовали по твоим следам? Честно, я бы, наверное, не хотел бы, чтобы мои дети профессионально занимались спортом. Неважно, каким, бокс, там, борьба. Нет. Потому что профессиональный спорт – это очень тяжелое и очень неблагодарное дело. И наш чемпионом становится один из 200-300, а другие работали столько же, просто кому-то больше повезло и все. Поэтому, если была возможность, я хотел, конечно, чтобы они учились где-нибудь в хорошем институте за границей, если была возможность. А так, я себя видел в своем ребенке талант. Не то, что талант, себя видел, что он хочет, что он пашет, что он готов отказаться от всех каких-то приятных вещей в жизни, то я бы его поддержал бы, я бы сказал, конечно, давай. Тяжелые, но неблагодарны в каком плане? Неблагодарны в плане того, что, например, ты сегодня выигрываешь, тебя любят, тебе какое-то внимание, потом завтра ты проиграл, и все эти отворачиваются. Но это жизнь, надо понимать то, что
на место каждого чемпиона завтра придет новый чемпион, и тебя забудут. Я считаю, что это неблагодарно, когда человек становится там, призером чемпионата мира, например, или Олимпийских игр, его должно не поздравлять, потому что как бы, ну, он призер. Но это нечестно, это несправедливо. Человек всю свою жизнь отдает этому делу и, ну да, проиграл, и что. Они не понимают то, что там бронза чемпионата мира, например, может быть, это максимум человека, да, и воспринимают это как, ну, просто в Осетии, если честно, болельщики избалованы победами. Потому что у нас плеяда чемпионов во всех видах спорта практически, и поэтому второй, третий никому не интересен. И поэтому я считаю, это неблагодарно, это нечестно по отношению к спортсменам. Нечестно в плане того, что, ну, ребята не зарабатывают деньги, нет зарплат, нет каких-то там премий хороших, которые иначе там, особенно единоборство, да, там борьба, бокс, смешанный, там, тэквондо, ну, нету, не поддерживают их там, как другие виды спорта в стране в целом. Я считаю, что это, ну, несправедливо по отношению к спортсменам. А расскажи, пожалуйста, про детские турниры, которые ты устраиваешь. Детские турниры мы проводим, ну, можно сказать, для популяризации бокса. Я хочу, чтобы вот чего не было у меня в юности. От этих турниров их не было практически. Был один турнир в год, чемпионат республики, и все. И потом там Юг России, ну и дальше. И мы проводим эти турниры именно для того, чтобы дети боксировали, потому что ребенок растет именно на соревнованиях. Ты на тренировках сколько бы не тренировался, соревнования нужны обязательно. И мы это делаем именно для того, чтобы ребята тренировались, чтобы они боксировали, выигрывали эти медали, получали, и видеть радость в их глазах, когда к тебе подходит ребенок с родителем после турнира и говорит спасибо, это многого стоит. А мы это кто? Ты совместно с кем-то это делаешь? Нет, ну турнир как бы организовываю я и мой тренер. Ну, как бы тренер дает нам зал, в котором мы тренируемся, чтобы мы организовали его, да, там судьи находят, грубо говоря. Ну, я считаю, то, что мы с тренером, это команда. Они получают какие-то грамоты или медали? Да, конечно, получают грамоты, медали, иногда даже денежные какие-то призы бывают, получают там кубки, лучший боксер за волю к победе и так далее и тому подобное. Знаешь, спортсменам часто задают вопрос, какая твоя любимая книга? Ты читаешь что-нибудь? Ну, я не скажу, что я прям очень много читаю. Ну да, мне, например, понравилось последнее прочитание, это «Ремарка», «Три товарища», мне понравилось. «Шантарам» крутая. «Три чашки чая», очень крутая книга, советую всем почитать ее. Ну, У тебя вообще бывает время? Ну, не так, как раньше. Например, раньше было больше времени. Сейчас как-то, ну, с подготовки я прихожу с утренней тренировки, поел, лег, отключился там до вечерней тренировки, встал, ну, как бы особо не то, что сил не бывает даже лишний раз. Это вот почитать, поесть и полежать там, что-то отключиться, потому что чтение тоже как бы, ну, энергию забирает какую-то там, напрягаться надо, ну, зрительно, да, и поэтому лишний раз даже к моему большому стыду не так часто читаю, как я считаю, должен читать мужчина книги. Но я думаю, может, после карьеры начну больше читать. А вообще, кроме тренировок, чем занимаешься? Если у тебя получается как-то свободное время выкроить? Я очень люблю ходить в кино, если честно, фильмы люблю, вообще, ну, киноман. Мне даже процесс похода в кино очень нравится. Я люблю прогуляться с семьей, люблю с детьми, с племянниками время провести. Это для меня такой островок счастья какой-то в период подготовки, когда бывает время, там, после боя приезжаю сразу к детям, хочется с ними провести время. Какие фильмы у тебя любимые? «Зеленая миля» — это, наверное, такой самый крутой фильм, который можно было, я всем его советую. Ну, такой вопрос, да, мне задают, какой у тебя любимый фильм, я сразу в какой-то ступор попадаю. Я даже не вспомню. Много вот хороших фильмов, на самом деле. Вот «Пазманский дьявол» про боксера на реальных событиях тоже советую всем, очень крутой фильм. Про Винни Пазиенца, посмотрите его. Тебя вдохновляют такие фильмы про спортсменов? Да, ну, это особо меня вдохновляет то, что люди, ну, такие сильные духом, такие сложные моменты в жизни, да, и находят в себе сил. Там обычный человек, ну, даже просто, наверное, сдался, не просто находит силы встать, а еще возвращается в ринг и становится чемпионом мира. Получал когда-нибудь травмы серьезные? Ну, переломы. Переломы, ну, нос сломал, там, не раз, там, руки, ногу ломал. Прямо на ринге, да? Не, в ринге я руку ломал, ребро один раз сломал в ринге, нос сломал. Так. И ты продолжал? Ну, сейчас у меня вот руку, да, сломал, мы продолжили бой, а ребро-то на тренировках все было другое. Что ты в этот момент чувствовал? Как ты себя пересилил? Ну, знаю, а ты в ринге это не почувствуешь. Я не думаю, что какой-то спортсмен может в ринге почувствовать какую-то боль. Ну, если только тебе там, не знаю, с ног, там, не знаю, не сбили так, а, ну, ты, ну, чувствуешь, обычные удары в ринге тоже руки болят в ринге, когда ты дерешься.
Боль ты потом ощущаешь, если честно, после того, когда ты пришел в номер, искупался, покушал, и вот на утро ты просыпаешься, ты понимаешь, что все болит, просто все опухает, лицо там отекает и так далее. А так в ринге ты особо этого не ощущаешь. Когда-нибудь было такое, вот ты вот с этой болью просыпаешься и понимаешь, что ты просто от этого устал? Нет, от этого не бывает. Это приятная боль бывает, если честно. От этого не устает. Устает человек от другого. Я просто тяжело мне от дома уезжать, от родителей, когда постоянно, получается, в год ты больше времени проводишь. Благо у меня в Москве сестра моя живет, которая мне как вторая мама, она там все ради меня делает, за что ей огромное спасибо всегда. И это меня как-то более-менее спасает, там друзья в Москве есть. До этого я жил в Украине, в Киеве, там 3,5 года. Это для меня очень тяжелое время было, потому что далеко от всех, и мне реально тяжело было. Потому что я привык как-то к дому, привязан к семье, к своей. Мне вот самое тяжело, вот устаю от этого, от того, что надо опять уезжать куда-то, опять готовиться. Ну, я понимаю, то, что это все временно, пока молодой, надо потерпеть, поехать, потому что вернуться я всегда успею, дай бог, а пока время не вернуть, тогда свою молодость не вернешь. Поэтому вот так. А ты согласен с тем, чтобы развиваться, обязательно нужно уехать? Вот в боксе, да, реально без обид, там у нас очень много хороших тренеров, очень много ребят талантливых, давайте сказать правде в глаза, все ребята, кто нас забоксировали, все, кто уехали отсюда, поэтому надо сказать правде в глаза, думаю, да, не только в спорте, я думаю, во многих профессиях надо попробовать себя. Я сейчас говорю, не обязательно уехать, попробовать, уедь, если не получится, то ты вернешься, это же не проблема же. А вот когда пройдет какое-то время, ты вспомнишь, вот если бы я тогда уехал, может быть, сейчас было бы. Вот это самое страшное. Этого я всегда больше всего боялся, честно, чтобы я не пожалел ни о чем никогда в жизни. То, что там через много лет я не думал, то, что если бы вот тогда я потренировался побольше, может быть, час. Поэтому я стараюсь по максимуму выкладываться на тренировках. Я понимаю, то, что даже если не получилось бы, я бы с чистой душой сказал бы, Заур, ты сделал все, что мог, не твое, это значит и все. Поэтому я вообще в жизни стараюсь, боюсь больше всего в жизни о чем-то пожалеть. Потому что время, единственное, что не вернешь назад. Потому что я даже всем молодым ребятам на тренировках говорю, вы когда начинают, они кому-то 16 лет, 17 лет, времени ничего много, это самая большая ошибка. Времени вообще немного. Мне вчера 18 лет было, палки, а уже 27 лет. 9 лет пролетели как один миг. И поэтому я думаю, надо максимум, пока ты молодой, пока надо пахать. Потом ты, что бы ты потом не сделал, ты не вернешь это никак. И я всем всегда это говорю, ребята, вот сейчас потерпите, потренируйтесь, все будет у вас в жизни хорошо, ничего никуда, ни кафе никуда не денутся, ни девушки, ничего, все будет. Сейчас я просто чуть-чуть... Благо, у меня старший брат, который меня всегда этому учил, он тоже спортсмен в прошлом. И какие ошибки, может быть, он в спорте сделал, он мне не дал их допустить. И благодаря ему, наверное, этот результат есть сейчас. Потому что он всегда очень грамотно ко мне подходил, наш психологически меня всегда настраивал, то, что он мог. Например, такие ситуации, например, я мог на зарядку не встать после каких-то соревнований, и он мне говорил, что ты не встал сегодня? Я говорю, не встал. И он так, молодец, не встал. Потом, когда тебя побьют на ринге, потом, он так на меня давил, то, что я потом встал, он, сожжение в 3 раза больше делал. Потому что, он знал, ко мне подходит, знает, ко мне подходит, И тоже благодаря ему, можно сказать, тоже много в жизни, именно в спорте, благодаря ему добился. А ты никогда не сожалел, может быть, о том, что, пока ты работаешь над собой, кто-то отдыхает и... Нет, это же приятная работа в плане того, что, сейчас, например, если бы я отдыхал, я бы сейчас у вас не сидел, логически. Поэтому, хочешь не хочешь в жизни, в любой сфере, журналист, будь ты боксер, не знаю, водитель. Если ты хочешь стать лучшим, тебе надо пахать. Я просто такой человек, если я за что-то хочу взяться, я хочу стать, не просто быть каким-то пассажиром, грубо говоря, я хочу стать лучшим, и поэтому в любой сфере деятельности надо пахать, кем бы ты ни был. Ты думаешь, можно стать лучшим? Есть предел совершенству? Предела совершенства, наверное, нету, надо всегда тренироваться, каким бы ты сильным не был. Лично за меня, то мне еще работать и работать, чтобы быть на какой-то хороший уровень, поэтому я себя вообще не считаю каким-то хорошим спортсменом или еще что-то. Просто, может, мне в жизни повезло чуть больше, чем кому-то из моих соперников, и все. Ты сам планируешь уехать? Нет, я, если уеду, то только на сбор, и все. Я родился здесь, мой отец здесь, моя мать здесь, вся моя семья здесь, это мой дом. Я отсюда никуда не собираюсь ехать. Мне только тут я отдыхаю, где бы я ни был, на море, за границей, в Москве, как бы все хорошо не было. Именно приехав сюда, только я получаю удовольствие. Посмотри, какой красивый город у нас.
как здесь можно не отдыхать? У тебя есть мечта? Наверное, быть достойным сыном всегда, достойным другом, братом, чтобы за меня просто, как говорили, как о хорошем человеке, вот это моя мечта и все. Я не думаю, какие-то блага, это не мечта. Мечта, чтобы с твоей семьей, твоя семья тобой гордилась, и все, надо к этому стремиться. Я не считаю, что стать чемпионом мира это мечта какая-то, там купить какую-то крутую машину, это мечта. Это не мечта, это все обыденность. Если сегодня у тебя есть, завтра его нету. Я считаю, надо мечтать о каком-то глобальном, большой семье мечтаю, о детях мечтаю. Есть что-то, чего ты боишься, выходя на ринг? Ошибка Нигата при ударе сразу отходит назад. Хотя ему надо входить в ближнюю дистанцию. Ну Ох, вот, да, вот это даже если это не по печени было. Я боюсь, наверное, не доработать что-то в ринге. Я не боюсь проиграть, я не боюсь ничего, это спорт, я еще раз говорю, это часть нашей работы. Но я боюсь того, что, как говорится, опять пожалеть, то, что ты, бывают какие-то моменты, не пошло что-то в ринге, ты с ринга выходишь, понимаешь, что ты мог дожать, ты мог сделать больше, но ты не сделал. А результат ушел. Вот за это я переживаю, я настраиваюсь на то, чтобы выложиться по полной программе и все. А там результат уже, как говорится, от Бога. Получится выиграть, да. Значит, если заслуживаешь сегодня выиграть, если ты отпахал весь тренировочный лагерь, ты прошел честно, знаешь, как вот не филонил даже с собой, ты вот знаешь, ты отработал полный лагерь от А до Я, ты выходишь в ринг, тебе не за что переживать, ты готов к любому, что будет в ринге, к любому исходу. Поэтому даже если ты проиграл, значит, он сделал больше. Ничего страшного. Выходя в ринг, только я боюсь вот где-то не доработать, может быть, как-то. Я даже не знаю, с чем это может быть связано в ринге, но бывают такие моменты, когда ты понимаешь, даже когда ты выигрываешь, ты понимаешь, что ты мог еще лучше выиграть. И от этого ты уже недоволен собой. А был ли какой-то бой, после которого ты был полностью доволен? Полностью доволен. Я был вот полностью доволен, наверное, боя вот с Амаром Абдулаевым за титул чемпиона России. Я считаю, мы сделали вот очень прям по плану, отработали бой хорошо. И был еще вот с узбекским боксером Маматкуловым тоже, я считаю, что вот я был хорошо сделал свою работу. А в других боях везде есть какие-то вот недочеты. Даже вот в крайнем бою много каких-то ошибок сделал, которых, слава богу, повезло, да, выиграл. Надо выходить в ринге и показывать красивый бокс. Поэтому были, да, вот мы с тренером обсуждали это тоже, то, что там чуть-чуть, не знаю, может, психологически как-то это что же давление, переживания. У меня вот, как в крайнем бою таких переживаний вообще никогда в жизни не было. Вот знаешь, практически у всех людей в творческой деятельности бывает какой-то момент, когда наступает кризис, и кажется, что это не твое. У тебя такое было когда-нибудь? У меня было, я завязал с боксом на 1,5 года, можно сказать, не выступал. И вот реально, если бы еще 2 года назад мне кто-нибудь сказал, завтра ты станешь чемпионом мира среди профессионалов, я бы, наверное, вот, я просто засмеялся, наверное, и ушел бы просто. Потому что вот тот период, когда я в Украине находился, и в связи с этими событиями всеми пришлось уехать. Это был 15-й год, прям предолимпийский год. У меня была цель попасть на Олимпиаду, как говорится. И вот ты понимаешь, что твоя мечта ушла из рук, можно сказать. И вот ты не тут и не там, и непонятно, что происходило. У меня вот не было ни желания, ничего. Я был просто так подавлен, знаешь. И вот в целом понимал то, что ты вроде бы тренируешься, да, ты хочешь вернуться, ты тренируешься, делаешь что-то, но у тебя не получается. То там травма, то заболел, то какие-то обстоятельства, то там сопернику визу не дали, то еще что-то. И честно, мне реально все мое окружение говорили, может, хватит уже, ты всем все доказал уже, давай, может, на другом себя попробуешь. И я думал так, неужели, почему не получается, вроде бы я делаю все, что от меня зависит. Может, думаю, реально какие-то знаки свыше, что хватит, но а с другой стороны, думаю, может быть, надо перетерпеть это. И Бог все видит, все твои труды. Если ты работаешь, он тебе это вознаградит 100%. А что или кто помог тебе перетерпеть этот период? Мама говорила, не завязывай, тренируйся, там, может, получится еще. Мама всегда верила в меня, и все получится, я даже не сомневаюсь в тебе, тренируйся. Наверное, мама помогла. А есть какой-то такой соперник, с которым ты хотел бы... Побоксировать? Да. Честно, чересчур много с кем бы я хотел побоксировать. Прям так? Чересчур много, да. Не, любой боксер из топ-5, я считаю, из топ-10 достойный соперник. А так именно, чтобы вот с кем бы я хотел именно вот провести бой, я даже не знаю, честно. Может быть, с Александром Усиком, наверное. Стать чемпионом мира, и при этом ты из такой маленькой республики, твое месторождение, оно влияет как-то на твои чувства? Конечно, это круто, когда ты становишься чемпионом. Вообще, не важно, чтобы ты не выиграл из республики,
даже если там 5% нашего населения там погордится тобой, это уже многого стоит. Ну, на самом деле, я горд тем, что я с Тиней. Это для меня самое важное в жизни. Какие бы там, что бы ни было, я всегда говорю, Осетия лучшее место, лучший народ и все такое. Но я горд больше, ну, когда выигрываешь, ты в первую очередь думаешь, конечно, народ это очень важно. Там, я посвящаю свои победы всегда Осетии, безусловно, но именно когда я стал чемпионом мира, я был больше всего горд из-за своего, ну, как бы мой отец всегда хотел, чтобы я стал чемпионом мира, и для меня главным было это вот, ну, для него сделать, потому что мой отец столько сделал для меня, ну, как в целом моя семья, там, тети, дяди, все очень много сделали для меня, но мой отец именно, он очень любит спорт, ну, и ну, вот чуть-чуть такая тяжелая молодость была, у него не получилось стать спортсменом, и вот он, как говорится, отец, ну, всегда хочет своему ребенку видеть то, что в нем не получилось, у него там его. И вот я именно хотел для него это сделать. Ну и слава богу, да, вот получилось его порадовать. Да, эта победа, ну не думаю, что она может возместить все, что он для меня сделал. Это, конечно, как капля в море, но хотя бы на какой-то момент он счастливый, это, ну, многого стоит.